После выступления Исака Лебедевича и некоторых вопросов, которые были поняты, ясно, что у нас, в общем-то, проблема одна. Проблема одна. И касается эта проблема, прежде всего, конечно, современной графики. Безусловно, скоро 80 лет, как была принята существующая графика наших северокавказских языках. Ну, видимо, скорее всего, сыграл роль уровень науки того времени и, безусловно, вопросы политики. Когда в науку вмешивается политика, то здесь при любых условиях возникают определенные накладки, которые мешают практике. Что я хочу, с чем я хочу с вами посоветовать? Вот я, например, вот той проблемой, о которой я сегодня буду говорить, занимаюсь с 1971 года. Я обращался по вопросу существующей графики, внесения изменений, не выходя, безусловно, Исаак Лебедевич, за рамки вот существующей кириллицы, не выходя. И все равно до сих пор эта проблема стоит на месте. Абсолютно никакой революции в этих изменениях абсолютно нет. Но люди, которые совершенно далеки от науки, делают погоду. Вот о чем я хочу с вами посоветовать и довести до вас. В современной графике существует в чеченском языке звук я, ю. Вот эти буквы совершенно, они не нужны. Не только что не нужны, они приходят в вопиющее противоречие с обозначением базовой категории грамматического класса в наших языках с категорией грамматического класса. И причем мы проводили как периодические эксперименты и в школе, и среди студентов. Студенты бессознательно вместо вот этих букв, значит, речь мы ведем о том, чтобы заменить вот эти знаки вот этими обозначениями, чтобы избежать вот этих противоречий с обозначением категории грамматического класса. Например, вот мы пишем «дуже» на полную. Соответственно, «буже», «буже», в зависимости от соотнесенного с данным глаголом имени существительным меняется показатель грамматического класса. Д, Б, Б. Но как только мы переходим к следующему глаголу, мы пишем юже. Ученики, студенты приходят. А где же показатель грамматического класса? Его нет. Точно так же здесь. Таким же образом. Я, да, баха, баха. Но я-то вместо того, чтобы писать
Таким образом, мы пишем, вынуждены писать я. Но что интересно, при словоизменении, скажем, в настоящее время до ку извлекаем воку. Почему-то мы пишем йоку, как и должно бы быть, как отражает. Почему тогда нельзя писать здесь так? Вот эти противоречия, которые легко устранимы, ни в коей мере не нарушают статус кириллицы, почему-то остаются нерешенными. Точно так же. Юзи на пол. Опять приходим вот к этому. Теперь что интересно? Когда мы пишем такие глаголы, скажем, щел ела, по современной орфографии мы должны писать щел ела, но щел мерзнуть. Было, щел было, здесь показатель грамматических классов налицо. Здесь мы вынуждены писать так называемый в русском языке, используемый в русском языке, разделительный твердый знак. Если бы мы писали бы так, как должно, щел, было щел, дела, как и должно быть, то тогда нам не пришлось бы прибегать к разделительному твердому знаку. Далее, есть такие глаголы, как, скажем, образованные от основы качественных прилагательных при помощи вспомогательных глаголов «делать». Например, щек, фила, щеку, сомнение. В данном случае орфография, современная орфография предполагает нам писать здесь мягкий знак. Щек, фила, потому что диграмма КХ дает К. Д. Если писать, как правильно, скажем, современно предполагает, здесь А, тогда получается Х. Щекхила. Поэтому мы в данном случае ученики, студенты обязаны писать вот этот знак. Чтобы избежать вот такие формы, можно было бы их как-то оговорить. Либо, скорее всего, писать щек, фила, и никаких проблем. И для учащихся, для студентов, для письма значительно выгоднее. И вот я повторяю, вот эти буквы Я, Е, Ю, исключительно большие проблемы создают. И вот их убрать из существующего алфавита, значит, количество знаков бы уменьшилось, во-первых. И во-вторых, написание было бы значительно легче. Грамотность от этого значительно бы выиграла. Кроме этого, есть еще проблемы. Я на них не буду сегодня останавливаться. Ну, скажем, сегодня у нас не обозначается за редчайшим, причем не оговорено это, исключение дифтонги. Дифтонги, долгие дифтонги, краткие дифтонги,
они не обозначаются. Приходится, не то что приходится, это я, например, не знаю другого языка, хотя я и так немного их знаю, чтобы в каком-то языке вот одной фонемой, то есть одной буквой обозначались 5 фонем. Сегодня в чеченском языке, в современном чеченском языке, вот это чудовищное положение существует. Вот этой буквой обозначается О краткое, Дога, дождь, О долгое, Дога, замок. Дифтонг ОА, скажем, Дохка, большой, Дохку извлекай. Дифтонг, краткий дифтонг О, Дохта, долгий дифтонг О, Дога. Вот эти 5 фонем обозначаются одной. Но причем надо учитывать, что при словоизменении и словообразовании вот закономерность общего, закономерность изменения гласных нарушается. Невозможно разобраться. Поэтому настоятельно требуется, чтобы вот эти буквы были заменены и обозначение дифтонга. Возьмите, скажем, у нас пишут непонятно, что это. Либо дезе, тяжелый, дорогой, либо диезе, любить, нравится. Но если диезе в одном случае, или диеша в одних случаях остается неизменным, диез, и в настоящее время диез, но диеша, диешу, закономерно, дифтонг и е при лабилизации переходит дифтонг и так далее. Вот все эти закономерности, основные принципы изменения гласных, это чрезвычайно важно, ведь в чеченском языке, как ни в одном из другом языков из кавказской семьи, огромное количество, более 30 гласных фонем. Причем здесь фонематическое противопоставление долгих, кратких, дифтонгов, монофтонгов, а дифтонги восходящие и нисходящие и так далее, и так далее. Весь этот, вся эта закономерность нарушается. Если ввести вот эти изменения, в какой-то мере мы поставили бы на определенные необходимые научные рельсы изменения вот этих гласных фонем. Ну, я на этом остановлюсь. Ну, вчера Исаак Идрисович в своем выступлении упомянул, была создана комиссия. Во главе этой комиссии был поставлен я. Мы закончили эту работу в течение 2 лет об внесении изменений в графику и выработке норм орфографии. Мы закончили эту работу. Нам нужно было приступать к выработке норм орфографии. Но вдруг, почему, зачем приостановили, нам не объяснили. И вот так. Все. Об этом можно говорить, вы знаете, и относительно дагестанских языков, и наших, и вообще наших кавказских языков. Часами проблем много. Они решаемы, но не решаются. Вот в чем самая главная проблема. Спасибо. Шекет Фабитуари, вопросы, пожалуйста. Потом, да, вот как описывают случай назализации чеченцев? Вы знаете, назализацию мы, есть правило, если инфинитив, односложный инфинитив, Да. значит, обозначать вот эту назализацию. Да, делать. Да, я знаю. Да? Если при изменении, склонении именных форм родительный падеж, отвечающий на вопрос кого и чего, Хейна, Стина, писать. Далее, в
односложных прилагательных качествах, также писательных. В других случаях не пишут. Если даже, например, глагол, блага, гала, на заднем, на письме не обозначает. Не обозначает. Оно же и работает, система упрощения и преобразования отдельных времен чеченского языка, Да. отдельных падежей чеченского языка. А там уже присутствует называется, никакого знака нет. Вы знаете, я в своих лекциях студентам обычно я всегда пользуюсь транскрипцией. Да. Вот тогда, иначе невозможно передать точное, во-первых, и изменения, словоизменения, словообразования, передать закономерность этого, если не обозначать это. Но, к сожалению, меня студенты спрашивают: Вахид Захарович, а это надо писать? Надо. Скажем, повелительная форма. Тох. Там нет назальности. А вот инфинитив есть. Но не обозначает, к сожалению. А тем более, как вы сказали, это очень важно, что в системе кириллицы никаких изменений вести не надо. Не надо. Даже хватает кириллицы. Абсолютно. Да. Да. А в это же время присутствуют такие графемы паразиты для чеченского. Это щ, Да. или щ. Зачем? Они же в чеченском нету. Нет. Вот Не существует. эта комиссия Таких тоже фонем вообще в чеченском нету и не было никогда. обратила на это внимание, что их нет. Теперь, что касается, мы там оговорили, скажем, относительно звука или буквы Ф. Вот современная молодежь без труда произносит вот эти вот заимствования из русского или через русский язык. Поэтому мы там оговорили, что Ф надо оставить в составе алфавита. Да, для неологизма. Да. Но щ же не надо из-за того, что слово в ящике присутствует щ. Вот единственное. И еще. Борщ. В слове щетка. Да. Чеченцы не говорят щетка. Не могут даже Да. произнести это. Щетка. Не было такого Нет. произношения чеченцев. Или даже, скажем, елка. Зачем вот только из-за одной елку оставлять в составе алфавита елки? Елки-палки. А палки надо писать палки через П. Очень интересно. Спасибо вам. То есть у вас проект уже готовый стоит, да? Стоит уже несколько лет стоит. Удивительно. Уже нам нужно Хорошая была было реформа. все Я не бумаги понимаю, почему это подготовили. не Официальным приказом министерства была создана комиссия под председательством Когда вашего. чеченский парламент на чеченском разговаривает, можно было бы и этого допустить. Вы знаете, когда во второй половине 90-х годов вот эти вот события в Чечне были, волевым методом перешли на латиницу. Да, я помню. На латиницу. Я и еще покойный мой коллега, друг Яков Магапов были инициаторами обращения в тогдашний парламент, что этого нельзя допустить, что переход на латиницу. Ни в коем случае нельзя допустить. Юнус Деширевич был тоже ярый противник. Он мне написал письмо, и мне передали, что обратись в соответствующий орган, нельзя допустить, чтобы перешли на латиницу. В 1996 году на конференции в Голландии, вы вам тоже, видимо, знакомы, профессор университета Осло Торденс, когда был круглый стол, задал мне вопрос: господин Тимаев, вы можете назвать еще одну страну, которая бы в течение 50-60 лет переходила
5-6 раз из одной графики на другую. Ведь вы же сами свою культуру губите. Я говорю, нет, я не могу назвать другой страны, кроме Чечни. Но это пока от нас не зависит. Но, к счастью, обошлось, кириллицу мы сохранили. Вот Азербайджан до сих пор переходит на индус. Вы знаете, у нас тоже ставился сейчас этот вопрос, но лично я, как я уже сказал, я противник. И в этом отношении у меня очень много сторонников. И, кстати, вот о тех изменениях, которые я доложил, мы и широкую общественность, писателей, журналистов, ну, безусловно, с учителями, мы широко обсуждали эти изменения. И абсолютно 99% нас полностью поддержали. Но Да, он показывает. Спасибо. Да, сюда.